Некоммерческие организации играют заметную роль в общественно-политической жизни региона. Тем не менее, их потенциал все еще остается нераскрытым. Значимым достижением общественности республики и доказательством плодотворного взаимодействия государства и общества явилось то, что Ингушетия по итогам 2017 года стала лауреатом национальной общественной премии России «Атлант-2017». Это высшая награда в России в области НКО. Премия была присуждена в республике за активное взаимодействие власти с некоммерческими организациями. Считаю, что органы власти республики должны и впредь активно оказывать содействие институтам гражданского общества в реализации общественно значимых инициатив, обеспечить максимально открытую и доступную форму поддержки. Правительство должно обратить на это самое пристальное внимание. Необходимо поддерживать общественные организации, которые участвуют в реализации социально значимых практик, вносят свой вклад в развитие региона. Сегодня с этой трибуны хочу поблагодарить представителей гражданского общества за оказание существенной помощи органам власти в деле развития нашей республики. Уверен, что некоммерческий сектор во взаимодействии с органами государственной власти и дальше будет также эффективным в решении общих стратегических важных задач. Образование. Всегда было, есть и будет, что образование является основой становления и подрастающего поколения в целом государственности. Работа в этой отрасли в отчетном году была направлена как на укрепление материально-технической базы, так и на улучшение качества образовательных услуг. В связи с тем, что эти задачи являются крайне актуальными для республики, в процессе их решения наряду с государственными инвестициями привлекается и частный сектор. Так в республике функционирует 15 профессиональных образовательных организаций, 126 образовательных организаций, 71 дошкольных проектов или образовательных учреждений, в том числе среди них и частные. В апреле 2017 года состоялось торжественное открытие нового здания пожарно-спасательного колледжа. Кстати, должен сказать, что это один из лучших проектов такого профиля в округе. В 2018 году планируется введение в эксплуатацию 3 новых корпусов Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова, что увеличит количество посадочных мест на 360 мест. Ну и, конечно, в этом же году у нас продолжается и реализация проекта по созданию на базе этого колледжа одного из технических вузов, институтов или филиалов технических вузов страны. Республика на протяжении последних лет успешно принимает участие в развитии движений так называемых молодых профессионалов. И в этом году, в прошедшем году у нас прошел, если вы помните, чемпионат республики. И здесь надо еще раз подчеркнуть, что это хороший проект, рабочий проект, который позволяет максимально и обучать молодых людей профессии, но самое главное приучать людей к выбору профессии. Что является сегодня проблемой среди молодежи? Почему? Потому что по социологическому опросу большинство молодежи принимает решение выбора профессии с подсказки родителей, а не потому, как они влюбились в профессию. Почему? Потому что если человек выбирает профессию лично сам, влюбляясь в эту профессию, понимая, для чего она ему нужна, поверьте, из этого человека вырастает хороший профессионал. А тем, кому навязали профессию, в последующем создают проблемы и себе, и обществу, в своем большинстве, и родителям. В 2018 году и на ближайшие годы правительство и Министерство образования и науки Республики необходимо продолжить работу по подготовке рабочих кадров в соответствии с лучшими мировыми стандартами, в том числе и по стандартам, как мы говорили, развития молодых специалистов, обеспечить возможность получения специальностей и рабочих профессий, входящий в список 50 наиболее перспективных, обеспечить проведение регионального чемпионата профессионального мастерства, в том числе среди инвалидов. Это тоже хорошая практика и помощь, поддержка тем людям, которые ограничены в своих возможностях. С 2008 года по 2018 год в республике построена и реконструирована 51 общеобразовательная организация, это школы, в том числе 33 построены новые, и 42 детских садика. В 2018 году предусмотрено строительство 7 школ общей мощностью на 3492 места. Из них 2 объекта, это в сельском поселении Сурхахи и Мужичи, будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Также предусмотрено строительство 10 детских садиков на 2200 мест. Из них 6 дошкольных организаций на 1320 мест будут
введены в этом году. В том числе будет создан дополнительно 360 мест для детей ясельного возраста. Это стратегическая задача, поставленная президентом России в своем послании. Но при этом можно строить огромное количество образовательных организаций, но если не будет профессионального подхода педагогов, руководителей к воспитанию, к обучению, конечно, мы не достигнем главной ключевой задачи – хорошего образовательного процесса в республике. Количество дошкольных образовательных организаций в 2018 году, как я говорил, достигнуто до 71, но чтобы нам выполнить задачу, в том числе указа президента Российской Федерации, до 100% обеспечения детей дошкольным организациям, конечно, нужно еще трудиться и трудиться. Но опять же подчеркну, если в 2008 году у нас где-то процент охвата дошкольным организациям было порядка 3%, то на сегодняшний день уже 28%, мы приближаемся к 30%. Это большой потенциал, огромный объем работы. И с каждым днем мы эту задачу будем выполнять с помощью, потому что федерального центра и местного бюджета, и, как я уже говорил, привлекать для этого частный сектор. Это задача номер один, и, конечно, здесь надо максимально всем работать в этом направлении. Также в этом году мы должны завершить создание детских технопарков «Конториум», важность которых своему посланию в том числе отметил Владимир Путин. Мы должны с вами ярко понимать, насколько важны эти проекты, как и молодые профессионалы, как и работа с инвалидами и вот так называемым «Конториум». Почему? Потому что они позволяют людям, опять же, ориентироваться в выборе, правильности выбора своих профессий, позволяет людям, особенно детям, ориентироваться в том числе в своем будущем, выборе своих будущих профессий. Но, конечно, это ориентир в том числе и для родителей. Почему? Потому что через эти проекты родители сами видят, к чему больше склонен ребенок. Прошу на это обратить особое внимание.